На телеканале «Грозная» программа «Новости». В студии Саид Ахмадовой. Смотрите в нашем выпуске. Подготовка защитников Родины. Юношам из рода Кадыровых скоро предстоит сдать экзамен молодого бойца. Депутаты согласны. Ислама Кадырова утвердили на должность вице-премьера правительства. Завершение международной физико-математической конференции. Значимость данной конференции не только для нашего университета, но и для всей системы образования именно в математическом направлении. К чему привела массовая встреча научных деятелей? Место происшествия – гостиница «Беркат». Учение в гостинице проводилось с целью совершенствования навыков проведения аварийно-спасательной и другой неотложной работы. Сотрудники МЧС продемонстрировали готовность к чрезвычайным ситуациям. Рамзан Кадыров сегодня побывал на учениях юношей из рода Кадыровых. На полигоне селения Центрой военные соревновались в пулевой стрельбе. Они уже не первый месяц проходят курс молодого бойца и готовятся стать защитниками Родины. Совсем скоро состоится экзамен, в ходе которого будет проверяться их физическая подготовка и тактические навыки, приобретенные в процессе обучения. Глава республики пообщался с юношами и поделился боевым опытом. شدني يعني تو مت ببوش كمان توسع زي أتي عشرين دقيقة. أنا بتعدون ما بس بتاعت بوريت عند الصام شو نج بت الحلقة باقي 20 دقيقة عند كده يا بابا صام ضغط ندى صدق ياتي مزول في دعنا شو يريدو أنا أصلا اللي حالي كل ما ماشي جاي تشتغل شيء ماشي جاي بس تيان هنعمق إزدان بفتديش عندون حقيقي قال Парламент одобрил. Сегодня в законодательном органе республики прошло заседание. Главным вопросом повестки дня стала дача согласия главе региона на назначение Ислама Кадырова на должность заместителя председателя правительства. На нем присутствовали также и члены Кабинета министров. За кандидатуру бывшего руководителя администрации главы правительства Чеченской республики на должность вице-премьера парламентарии проголосовали единогласно. В свою очередь Ислам Кадыров пообещал сделать все, чтобы оправдать доверие главы Чечни. ويبتشها وميك بينا رمنا مالشنا برك الله على درسنا سونا سكري على يدك اس بلغش بتش وني أحا عوج زمن جوها سونا دقو متكشكا تيشم بلا ويا عمل عجني عملوا جنا وسنو خها سحوار حوار وخلر يستخدق إسلام آله هوردنا هو شو عدي أنا ديك ديش نشدوها سون هنالش سون سندي أنا حباك نشت وي بريد السير وي ويجر شيء وي شو عدو الديبوتاتي دي أنا إسلام مسانا دي أنا ويز دقاو سون إسلام ويش شينها إسلام دغجي مور بيردر المقدوش ديوانا أحمد حجيني ديوانا أرابل ويبتشو رمضان أحماتوش ديوانا أولش دائما ديوانا سو بيلقل دوقش غزا شي جرجر شارع ديوانا أقر حلقة شارع شين أولي بال ديوانا جمول ألس عش أولي قوتن ديوانا أحمد حجيني حووشو تا ويبتشان ديوانا ديكنا وسط ديك وشاخل شقولشو إسلاما структурушка бобина так وين مقعد ديانا باتشان ولا помощник سن وينج بوه بديانا سون هاقيدري حونوقتش ملخ بالخل ديانا خلا اتويتستنهم دي هون الشا باتشا ديانا وينج خلر так министерство бина министр бوه ميري ديانا ويا северный Кавказ ديانا по площади شو زلول ورش بنسليني قزلول ورش ديون يق غالي وغال تاق يق خلر سون ديونا شين تمو يوخين هلكين غالح ديونا غالي دا بوخ بوبشي خلدو اتويتستنو ماندو يز ديون ادمنستراتسي تسول ديونا باتش وي رمضان احمدوش ادمنستراتسي وكيغل قولاتنا شو اتويتستنو بوخ بويز ديونا
Также депутатами было принято положительное решение о введении в состав Заксобрания должности заместителя председателя парламента, который будет отвечать за блок вопросов по обеспечению безопасности в регионе. На этот пост была предложена кандидатура депутата Романа Эдилова. В ходе заседания отметили его заслуги перед Чеченской Республикой и успешный опыт работы в правоохранительной системе. Напомню, Эдилов служил в органах внутренних дел, занимал должность заместителя министра ведомства, работал в качестве министра имущественных и земельных отношений республики, а также главы администрации Курчеловского района. С предложением, что предложение ШКС Ледворду, что Махаара, именно комитет по взаимодействию с правоохранительными органами Кастен Эстиадиона, цадала ночич Хадиона, угорал почву, массара Диона, внимание еш. Так, белых дион, хорден элмегадош диона, белых санайтлуш, так, мероприятия по этому поводу духовно, так, роман лечится, ши белых диона, бут байбат, свой харсазы 4 июля, сун горях, так, сун саншун горях диона, ши белых активные вошь из комитета, я духтуна, так, войн парламенту диона, давайте парламент представлять я шавоган шадиона, в целом республики вогита дикна власти ши силовой структур шуга, ши заслуженный авторитет тёш, цан озауш, ларалуш, визавиш диона на власту. Депутаты единогласно одобрили эту кандидатуру. Вице-спикер поблагодарил народных избранников за оказанное доверие. در آغاز و قبل دول آمن عجی بقیش نیق ستاسم دنیات دی بیسی دوچ اس قاعد شو چیک ویرو شون علها دوشلو اس نیق دیره هر دنیا تکل دول شلچی از نیق یا پریمو ناوروس دلت و بود دادی عبیر کیو. После обсудили вопрос противодействия коррупции. Депутаты соответствующим постановлением создали комиссию, которая будет контролировать надлежащее исполнение народными избранниками всех требований налогового законодательства. Стивен Сигал теперь россиянин. Голливудский актер стал гражданином страны. Соответствующий указ подписал глава государства. В соответствии с пунктом А статьи 89 Конституции Российской Федерации постановляю принять в гражданство Сигала Стивена Фредерика, родившегося 10 апреля 1952 году в Соединенных Штатах Америки. Говорится в документе за подписью Владимира Путина. Напомню, что актер неоднократно бывал и в Чеченской Республике. Звезда назвал большой честью, что его пригласил глава Чечни, отметив, что прежде всего уважает Рамзана Кадырова как великого лидера. Цитата: «Его отец Ахмат Хаджи заложил основу прекрасной Чеченской Республики, а сын пошел по стопам отца и превратил разрушенный войной регион в процветающий край. Я уважаю Рамзана Ахматовича как своего друга, как великого воина, но больше всего я уважаю его как великого лидера». Конец цитаты. Рамзан смог воплотить в реальность все, о чем мечтал отец. Превратить этот регион в процветающий и развивающийся край. Я очень уважаю Рамзана, как своего друга, как храброго воина. Но больше всего я его уважаю как великого лидера. Для меня большая честь быть частью его жизненного пути. И я верю, что я буду частью его будущего в этой великой республике. Рамзан, я всегда буду твоим другом, братом. Сегодня очередную помощь от фонда получили еще несколько остронуждающихся семей. Руку помощи на этот раз протянули детям с тяжелыми заболеваниями. Кому-то помогли финансово, а некоторые получили возможность пройти иногороднее лечение. Об очередной благотворительности регионального фонда Розана Цымаева. Медня Ахмедова с трудом сдерживает слезы. Ее старший и самый любимый внук страдает тяжелой болезнью. Уже 12 лет парню колят инсулин, у которого немало побочных эффектов. Сегодня женщина держит путь в региональный общественный фонд имени Ахмата Хаджи Кадырова. 10 ноября мы выезжаем, будем там лечиться. Фонд имени Кадырова. Ahmet Hacı diye, çünkü diyorsun diye, mesela da o bu sahada ahçıyızın diye bakın diye. В
В региональный общественный фонд Тамару Сапиеву также привели жизненные трудности. Ее 15-летний сын уже перенес 2 операции, последняя из которых прошла летом этого года. 18 часов хирургического вмешательства позволили избавиться от доброкачественной опухоли. Сейчас мальчик под наблюдением врачей. Is het тиковолвелар или выкогбать тиковолвелар из ахтобальный сол дас уча и сетсер даже то последний яконил катают ответ хаится или шиниког дас сетсер и марвелон оли лирис больнице уади шарто так. طبعا شغل بعنا شو обращение рассмотреть на так айман сирамзан серфондер ахштуш нугойдитин. Помощь от регионального общественного фонда имени Ахмата Хаджи Кадырова только сегодня пришла в еще 3 семьи. Конверты с деньгами раздали родственникам тяжелобольных детей. У каждого из них в эпикризе значится разный диагноз. Однако всех их объединяет одно – надежда на выздоровление. Разана Самаева, Шамиль Саламов, Зелим Закаев. Новости. Время платить по счетам. Администрация Гудермеса совместно с судебными приставами провели рейды по взысканию задолженностей за коммунальные услуги. Такие мероприятия в республике проводятся регулярно, однако общий долг жителей все еще оставляет желать лучшего. Слово Динаре Мурадовой. 20 дней назад уведомить Нирмаев Руслан Рамиевич о задолженности 278 тысяч. Соглашение после или отключение. Соглашение согласен. В целом задолженность по городу за 2016 год составляет 88 миллионов рублей. В отношении злостных неплательщиков принимаются соответствующие меры. Лицам, имеющим большие задолженности, в домах отключат свет и газ. Сегодня только в Гудермесском районе числится около 300 неплательщиков. Среди них и семья Усмановых, проживающих по улице Жуковского. Их задолженность по свету составляет 19 тысяч. Неоднократные предупреждения и в письменной форме никак не повлияли, и на контакт с сотрудниками ГЭС они не вышли. Да, действительно, Жуковского, дом 17, город Гудермес, самовольно подключить ЮЦР, неоднократно дебиторской задолженности ЮЦР 8947 рублей. От страны лердуинда начисление приостановительных холцер, дае инхалча приостановить, стоп тухалячхол. А из того, он агуштол сорт ток ТТСЮ, ток ягош маеца, инзуя акт самовольно подключения вот тин. Соответствующий материал ровода долларю, после этого ровода через участковую службу соответствующий мер принятен, административный штраф от 10 до 25 штрафов. Теперь горожанам, имеющим долги по оплате, приходят представители местной власти и напоминают о необходимости погасить долг. Администрацией Гудермесского района организован штаб по работе с злостными неплательщиками. Текущий рейд будет проводиться до конца года, пока работа по задолженности не улучшится. Нами будут предприняты исчерпывающие меры. Деятельность рабочих групп по сборам платежей будет продолжаться до тех пор, пока ситуация задолженности не улучшится. Всего с начала года приставами было взыскано 85% задолженности за услуги ЖКХ. По их словам, рейды будут продолжаться до полного его погашения. Динара Мурадова, Амина Гугаева, Юсуп Успанов. Новости. По поручению Рамзана Кадырова в республике начаты рейды по проверке коммерческой деятельности граждан. Для развития бизнеса и снижения безработицы в регионе делается все необходимое, но при этом власть ставит одно обязательное условие. Предприниматель должен обратиться в налоговую службу и зарегистрировать свой бизнес. Продолжит Изнаур Заурбеков. Работники управления Федеральной налоговой службы с утра посещают строительные площадки и частные предприятия, проверяя, есть ли у них документы на осуществление работы. Эта женщина открыла магазин на дому, но не зарегистрировалась как индивидуальный предприниматель. Хотим предупредить об ответственности, что статья 14.1 Налогового кодекса, там штраф у нас от 500 до 2000 рублей. Вот, молодец. Проверить, как идут рейды, прибыл и руководитель управления Федеральной налоговой службы Моусар Самаев. В ходе беседы со строителями он отметил важность регистрации трудовой деятельности в налоговой.
Балхца беш безработный век бурвары ар. Ишт икиятам буй ибад дяхтым буй. Вахцун дели ахял чхена. Табелг вадон специально группе он шуке пердерш буй шу юк арцадили. Хамад яхтня. О худона и балх. Шумет бабин икияхтал хадаву турук. Посетили сегодня и другую стройплощадку. Этот жилой дом возведен в центре столицы. Рабочие здесь также не знали, насколько важным является оформление документов. Ты имеешь систематический доход. Если ты говоришь, что у тебя временный доход, законодатель предусмотрел патентную систему налогообложения. То есть ты можешь взять патент на месяц, на 6 месяцев, на год. Но и это тебе абсолютно не влияет на твой доход, потому что сегодня главой республики принят закон о нулевой ставке для вот той категории лиц, которые занимаются этим видом деятельности, ремонтом и так далее. Он подпадает под этот вид. حسن بولشارك تدقي دي نحضرنا عادل بسيول هاي правовой ودعني سيشي حون حين أحدث. Отказ от регистрации трудовой деятельности чреват многими последствиями. Минимум административный штраф. Дело может дойти даже до уголовной ответственности, если частное лицо посредством незаконного труда зарабатывает деньги в крупном размере. Многие и пожилые люди, и наша молодежь занимаются индивидуально трудовой деятельностью. Но по каким-то причинам очень неохотно хотят зарегистрировать свою деятельность. Вот с этой целью во всех районах республики проводится вот эта вот разъяснительная работа. И многие сегодня с пониманием относятся к этой проблеме безработицы и, по крайней мере, сегодня обещали встать на налоговый учет. Просьба к нашим работодателям, которые нанимают этих людей, обязательно требовать у них свидетельства о государственной регистрации, чтобы они знали, кто у них работает, кого они нанимают. Оформление документов на частную деятельность позволит людям накопить стаж работы, а это влияет на их пенсию. Также при наличии документов индивидуального предпринимателя человек сможет без проблем оформлять кредиты в банке. Изнаур Заурбеков, Шамиль Лепиев и Тимур Хайдаров. Новости. Традиционные религии за сильную Россию. Всероссийская конференция под таким названием прошла в Санкт-Петербурге. В ней приняли участие ведущие богословы России, религиоведы, этнологи, политологи и социологи. Их доклады были посвящены динамике религиозной ситуации в России, выявлению проблем в этой сфере, в числе которых религиозная и национальная идентичность, религия в современном медиапространстве. Выступал на форуме с докладом и муфтий Чеченской Республики Салах Межиев. Он подчеркнул, что ислам не имеет ничего общего с терроризмом. И поэтому употребление терминов «исламский терроризм» неуместно. Также он отметил, что издавна в России была только одна школа вероубеждения, поэтому другие течения неприемлемы для мусульман России. Мы должны сообща бороться с этими явлениями, иначе последствия будут печальны для нашей страны, подытожил муфтий. Организатором конференции выступило Духовное управление мусульман Санкт-Петербурга и северо-западного региона при поддержке администрации губернатора города. В Чечне завершила работу международная конференция по математической физике «Кизиной Ам-2016». В работе конференции приняли участие не только представители ведущих российских вузов, но и гости из Великобритании, Италии и Франции. Основная часть форума прошла на базе туристического комплекса «Кизиной Ам». Моя коллега Седа Сапарова продолжит. Вот уже много лет комплекс Кизиной Ам становится площадкой для экспертного обсуждения актуальных вопросов и поиска конструктивных решений. На этот раз ученые с мировыми именами на протяжении нескольких дней обсуждали проблемы в области математической физики. Тематика самая разная – интегрируемые системы, геометрия, нанотехнологии. Особое внимание математическому образованию. Сегодня республика, как и большинство регионов России, столкнулась с проблемой недооцененности математического образования. Как следствие, нехватка педагогических кадров. Если в школах эту проблему хоть как-то удается решить, то в вузах бьют тревогу. И значимость данной конференции не только для нашего университета, но и для всей системы образования, именно в математическом направлении, трудно переоценить, потому что к нам приехали действительно ведущие ученые именно в этой области. И сейчас есть уникальная возможность нашим математикам поближе с ними познакомиться, выявить общие интересы, где они могут совместно проводить научные исследования, принимать участие в совместных грантах.
География участников действительно впечатляет. В Чечню съехались ученые из различных европейских стран. Про таких, как Стефан Вабниц, говорят ученые-иностранцы. Физик из Италии. Он уже несколько лет работает в Новосибирском госуниверситете. А месяц назад выиграл грант правительства России на 90 миллионов рублей. На конференцию приехал, чтобы рассказать коллегам о своем исследовании пространственно-временной нелинейной оптики, многомодовых и многоядерных волоконных систем. Я на самом деле впечатлен высоким уровнем дискуссий. В докладах практически всех участников затрагиваются достаточно серьезные проблемы математики и физики. Надеюсь, что мне удастся принять участие в следующей конференции. Также здесь присутствовали ученые из Италии, Франции, Великобритании. Были здесь и видные светила отечественной науки. 4 члена-корреспондента Российской академии наук. Были и русские специалисты, работающие за границей. Некоторые из прибывших ученых в Чечне не впервые. В прошлом году они читали лекции чеченским студентам. Среди них и профессор кафедры прикладной математики университета Лидс Великобритании Александр Михайлов. Именно тогда и зародилась идея провести первую математическую конференцию. Конференция организована на высоком уровне. В чем-то она даже превосходит европейский, поскольку в Европе достаточно часто качество научных докладов неоднородно, в то время как здесь были собраны выдающиеся ученые, доклады у них соответствующие. Сегодня сфера образования в регионе постепенно из стадии восстановления входит в процесс прогрессивного развития. Ставятся новые цели, задача, главная из которых – выйти на качественно новый уровень не только преподавания, но и подготовки специалистов. И касается это не только математического образования. А такие конференции, собирающие на своей площадке специалистов мирового уровня, как нельзя лучше способствуют реализации поставленных задач. Главной целью вот этой конференции как раз и являлась как раз-таки познакомить ведущих ученых в области математической физики, математики с нашей республикой, с нашими учеными. Все участники в один голос заявляют, уровень проведения первого математического форума в Чечне высочайший. И здесь организаторы постарались совместить научное открытие с открытием природы невероятной красоты. По словам самих участников, ожидания оправдались. Я думаю, это будет очень полезно для всех нас, поскольку мы много что нового узнаем, рассказываем о своих результатах. Да, и надеюсь, что эта конференция будет ежегодной. Это поскольку полезно и для Чеченской Республики, и для других регионов России. По итогам работы конференции было принято решение провести летнюю математическую школу для чеченских студентов и аспирантов с участием известных ученых. Кроме того, здесь прозвучало предложение сделать конференцию ежегодной, чтобы не терялись важные контакты, а научные связи только укреплялись. Седа Сапарова, Дани Хавхаров и Джамалейл Худжалиев. Новости. Ну а участники после завершения конференции, среди которых были и гости из зарубежья, не упустили возможность поближе познакомиться и с регионом. С ними пообщался Рамзан Керимов. Математика и физика. Эти два слова пугают многих людей не хуже, чем любой голливудский фильм ужасов. Миллионы школьников и студентов по всему миру долгими днями и ночами пытаются понять хотя бы крупицу этих фундаментальных наук, без которых сложно представить современный мир. Практически каждый второй, кто садится грызть этот гранит науки, ломает зубы. Когда я узнал, что мне предстоит общаться с одними из самых известных ученых в этих областях, я, дабы не оплошать перед гостями, решил подготовиться к интервью и почитать про их деятельность. Однако после слов «спектральная теория для коммутирующих векторных полей и интегрируемых нелинейных уравнений частных производных», решил все-таки, вы поняли. Алло. Алло. Здравствуйте. Как поживаете? Альма-матер чеченского студенчества, Чеченский государственный университет. Какие впечатления? Университет очень современный, новое здание. Все сделано очень удобно. Очень приветливые, заинтересованные студенты. Это очень радует. Конечно, впечатляет, что удалось сделать за последние 10 лет. Нам только что показали фильм, как это здание, как вообще Грозный выглядел 15 лет назад. То, что сейчас мы видим, превосходит все ожидания. Я очень рад за Грозный, что удалось, за Чеченскую Республику, что удалось все восстановить. И идет самое главное развитие дальнейшее. Форум «Математическая физика» подошел уже к концу.
Люди обычно боятся и слов отдельно произносимых, математика и физика, а тут аж целое словосочетание математическая физика. Вот что это за монстр такой? Я бы сказал, что природа и вся Вселенная выражена через математические правила. Математика — это язык Вселенной. Физику для изучения законов природы необходима математика. Поэтому математическая физика — это очень важное сочетание математики и физики, без которого невозможно целостное изучение природы. С чем, на ваш взгляд, связан вот этот страх перед математикой и физикой? Вот большинству людей она просто вот не дается. Возможно, причина в том, что существует острая нехватка хороших учителей на уровне школы, которые могли бы сделать эти предметы более понятными для школьников до поступления в университет. К примеру, у меня был очень хороший учитель математики, который также преподавал и в университете. Он сумел сделать этот предмет намного проще для меня. Да, это очень важно. Моим учителем был мой отец. Он не был математиком, он просто любил математику. Каким-то образом он смог сделать математику интересной для маленького ребенка. Именно поэтому я стал математическим физиком. Конечно, необходимо иметь талант, чтобы заниматься глубоким изучением математики или физики, но чтобы она тебе нравилась и понимать ее в целом, этого не требуется. Рядом с нами находятся два символа возрождения Чеченской Республики, комплекс высоток и центральная мечеть имени Ахмата Хаджи Кадырова. Какое впечатление у вас сложилось о Грозном, о Чеченской Республике? Должен сказать, я очень впечатлен тем, как быстро город восстановлен, и мне очень нравится результат всего этого. Сочетание современной и классической архитектуры удивительно, особенно в ночное время. Огни, которые включаются, напоминают мне Майами. Сегодня вы уезжаете из Чеченской Республики, через несколько часов у вас рейс на самолет. И вот когда вы приедете домой и вас спросят, что же это такое Чечня, каков будет ваш ответ? Мой ответ будет таким. Помимо всех красивых зданий, восстановительных работ, я был весьма впечатлен тем, насколько люди оказались добры, дружелюбны и гостеприимны. Это мое самое яркое впечатление. Что касается людей, я бы сказал, что итальянцы и чеченцы не очень отличаются. У нас много общего. Одинаковый дружелюбный менталитет, отношение к гостям. Многих будет интересовать прежде всего вопрос безопасности. И вот что меня приятно удивило, здесь абсолютно себя чувствуешь безопасно. Гостеприимство чеченских людей очень впечатляет. И, безусловно, надо поддерживать сотрудничество и с Чеченским университетом. Мы будем прилагать все возможности, которые у нас есть к этому. Спасибо вам большое, что ответили на наши вопросы. Я желаю вам счастливого пути и удачи. К другим темам. Благотворительная организация «Хайра» продолжает помогать нуждающимся. Отмечу, все участники этого движения – добровольцы. Уже на протяжении нескольких лет молодые ребята успешно помогают малоимущим и не только. С подробностями Хава Идиева. Уже несколько лет семья Магомадовых скитается по съемным квартирам. Последние годы приходится ютиться в 3 маленьких комнатах. Из-за постоянной сырости болеют дети, признается Таита. Глава семьи – инвалид 2 группы. Постоянного заработка нет. Магомадовым, как и сотням других малоимущих семей, регулярно помогает благотворительная организация «Хайра». В последнее время в Чечне активно развивается благотворительное движение. Фонд имени Кадырова помогает не только россиянам, но и жителям горячих точек – Сирии, Сомали и других стран. С фонда Кадырова и стараются брать пример различные благотворительные организации, среди которых и «Хайра». هر انکی دپول نتون شادو دانش دای ازوی تون حواشتو ایهودو میلو تون حقوقنا واسدایشو اولید هر سندو هر انکی چه دقیقاً دقلوش تکخلا هر انکی ارسان دقلو چه دانش دقلو شبوا بیشدو ناقل لیغت سویشه سوی تلون حتی وقت عنی نیادونا مستک دانش دقلو ارسان قاعدتون آدوق برکت قلده قربانستان.
За 4 года существования организация успела громко заявить о себе. Сегодня она реализует множество проектов в самых разных направлениях, но всех связывает одно – помощь нуждающимся. Одним из последних стал проект «Читай», который был запущен в начале октября при поддержке Департамента по взаимодействию с религиозными и общественными организациями. اتو بوش بولنا نوش دونا قران دوش دونا دقاجوش حادث جاهم ديل بربانسون تونا خدي كوك الله دقا حقبت حتى ازر قران تقوش دونا دادلر نستلا ديل بربانس организация تعلوش شدوا تبيح كان تعلوش تو يوخ تيب أنا مدرسة إيش كابولا حيغر خوش تعلوش شدوا. Благодаря этому проекту любой желающий может получить священную книгу мусульман совершенно бесплатно. يو عيالوشي أنير سويرشون دخز ديلا استلا ديليوش دي أنشون دعلوشتوشنا ديلير الله ريز وشيال هيلشون هرت إذا وجبو بيردو قوم دلك دوق ساق آخر دوشون هردا أيتنش داحش داديوشتوش دالا يولي دلولشون ديل ريز هيلشون. Недавно организация вышла в интернет-пространство. Для того, чтобы передать одежду нуждающимся, достаточно зайти на официальный сайт Хайра.ру и в специальном разделе разместить фотографию и указать адрес. Чтобы зарегистрироваться и получить помощь от организации, достаточно предъявить справку о том, что семья является малоимущей. По всему региону установлено 15 ящиков для сбора одежды. Раз в 2 недели собранные в контейнерах изымаются и отправляются на склад, где вещи проходят сортировку. Отсюда они уже доставляются малоимущим семьям. Стать участником благотворительного движения может любой желающий. Достаточно отобрать в доме вещи, ставшие уже ненужными, и оставить в одном из вот таких пунктов для приема вещей. Хавая Дива, Муслим Типаев, Зелим Закаев и Луиза Юнусова. Новости. Сотрудники МЧС ликвидировали пожар, который произошел в гостинице «Беркат». Работали оперативно и слаженно, благодаря чему справились на отлично. Благо, проходило все по легенде. За действиями спасательных служб наблюдала моя коллега Розана Цымаева. Алло, у нас пожар в нашем здании, гостиница «Беркат», улица Трошева. Отправьте скорее машину. Очевидец происшествия незамедлительно сообщает пожарным о возгорании в гостинице «Беркат». По легенде, в одном из ее номеров вспыхивает огонь. На момент происшествия внутри здания находится 50 человек. Первыми на место прибывают представители добровольной пожарной команды, задача которых – локализовать очаги возгорания. Прибывший через несколько минут гарнизон пожарной охраны приступает уже к ликвидации пламени. В операции задействовано около 100 пожарных и 15 единиц спецтехники. По замыслу, возгорание произошло в результате несоблюдения правил пожарной безопасности. Учение в гостинице проводилось с целью совершенствования навыков проведения аварийно-спасательных и других неотложных работ. В случае возникновения различных чрезвычайных ситуаций задействованы силы и средства на учении, проводили действия по спасению пострадавших, различных способов тушения пожаров. Экстренные службы города Грозного показали высокую готовность реагирования на возможные чрезвычайные ситуации. Не заставляют себя долго ждать и врачи скорой помощи, представители Горгаза и электрики. Жертв возгорания удалось избежать благодаря слаженной и оперативной работе сотрудников МЧС. Розана Цымаева, Шамиль Саламов, Зелим Закаев. Новости. Сегодня в Курчелое завершился районный турнир по боксу среди юниоров, посвященный памяти Зельмхана Кадырова. В нем соревновались бойцы весовой категории от 45 до 90 килограммов. Поддержать участников соревнований пришел и министр Чеченской Республики по делам молодежи. Победители состязаний были награждены медалями, кубками и ценными призами. ملا ألسم سبورت الأعود والعاجع يش وقعها دا لو تشارنوي أعمل حاجة كون ديلا выделитина подарок шуду на ценный приз еще. Это были все новости к этому часу. Всего доброго. До свидания.